Добрый день, дорогие телезрители. Ровно год назад мы начали проект «Испытано на себе», где поручили нашим корреспондентам испытать на себе, что значит что-либо делать своими руками, что-либо испытывать на себе, пропустить через себя, через свои ощущения какие-то вроде бы обычные, скажем так, процессы. Да? Но я не секрет ни для кого, что в свободно от основной работы время, будучи от того, что я являюсь обозревателем канала Якутия-24, я занимаюсь столярным ремеслом. И в одной из моих задач, я вот как раз приходил к Якутский мамонтовый центр, знакомиться с уникальными материалами, которые могут предложить для, скажем так, лухаря очень такой люксовой мебели. Да? И я наткнулся на замечательный материал, вот с которого сделана спинка вот этого вот чехла, к примеру. Да? Это, как правильно называется этот материал, Лева? Деком. Материал называется деком. Расшифровывается он правильно: декоративно-композитный мамонтовый материал. Из него можно изготавливать очень много вещей. Допустим, например, чехол телефона, как здесь представлено. Также его можно использовать в ножеделии, как бруски для рукояти ножей. Также мы его сейчас пытаемся внедрять в автомобилестроение. Это в виде каких-то вставок автомобильных. Как Rolls-Royce, да? Да. И какой-то люксовая мебель какая-то. Можно тоже элементы вставок использовать. Какие-то ручки там и подголовники, ну, и так далее. То есть у него очень широкий спектр применения. Да, но не все об этом знают. Да. И для того, чтобы у нас же государственное телевидение это своего рода еще и бизнес, некий компас, да, который, ну, ножеделы, к примеру, могут, вот эта заготовка, я так понимаю, для ручки ножа, да, лежит, вот такой вот шикарный, да, в принципе, ну, мастера справятся. А сегодня мы попробуем как раз, поскольку я никогда не делал круглые, точеные какие-то детали, да, попробуем, давайте прямо напилить из сырья, из бруска заготовку и, скажем так, придать ей правильную форму для того, чтобы можно было ставить. Помогут нам специалисты Якутского мамонтового центра, конечно. В частности Гаврил Постников. И под его чутким руководством я вот как раз и собираюсь сделать вот эту вот вещь. А по делу, если посмотреть, да, ну, по сути, это же мамонтовая щепа получается, да, обработанная по уникальной запатентованной технологии. Да, потому что мы отбираем ее тщательно, она проходит сушку, потом двойную обработку. Ну, как бы всех секретов не буду вам раскрывать, но получается в итоге вот такие вещи. Но она стабилизирована, то есть ничем не от коси или там от эпоксидной смолы не отличается? Нет, она не дает зато трещин никакую, то есть деформацию, то есть то, что бывает в кости, то есть кость бывает со временем трескается, когда она тут, таких вещей нет. На самом деле не тем, по-моему, я занимаюсь, потому что делать уникальные, ну, правда, Инстаграм закрыли, да, уникальные вот такие вот чехлы было бы гораздо выгоднее, гораздо профицитнее, чем какие-то там предметы мебели делать, да. Но я шучу, конечно, я очень люблю свое хобби. Положим чехол. С другой стороны, другую ручку. Да, чехол. Водрузим на место в этот маленький такой выставочный стенд. Тут есть изделия из кости, из чего. Ну, а мы пройдем прямо в производство, наверное. Да? Вот смотрите, надели халаты, производство. Ну, достаточно большое производство, и мы прямо пройдем, наверное, из чего придется пилить. Вот, с бруска. Пойдемте мы вам дадим. Посмотрим заготовку сырья, какого плана сырье из себя представляет. Так, сырье вот заготавливается такими блоками. Из него вы сейчас отпилите нужный вам кусок для рукояти. И потом начнем обрабатывать. Все ясно. С одной стороны, видите, вот неоднородная поверхность получается, с другой стороны почти что шлифованная. Но как человек, который... Она срезается потом и получается в итоге готовый брусок. То есть тут минимальный пор. То есть ножеделы обычно сталкиваются, когда материал очень пористый, им тяжело его обрабатывать. Раньше мы продавали эти бруски не стабилизированные, но теперь по просьбе ножеделов мы их начали стабилизировать уже сами и продаем уже готовые стабилизированные бруски. То есть они сразу подходят для работы. То есть тут минимально. Бери и обрабатывай. Да. Полуфабрикат для различного рода ремесленников. Можно, кстати, шахматы делать, шахматные доски и так далее. Просто представьте фактуру вот этого вот материала. Шикарно на самом деле. И
дает очень большой простор для фантазии именно мастеров. Я так понимаю, вот лежит клинок, под который мы будем делать, Да, да, рукоять. клинок замечательный, ну, длина примерно 12 и длина хвостовика примерно тоже 12 сантиметров. Ну, сейчас Гаврил подойдет, и мы более предметно поговорим про именно вот этот клинок и будем делать заготовку для того, чтобы придать ему, вернее, наделить его ручкой. Испытано на себе. Вот уже подошел Гаврил. Здравствуйте, Гаврил. Мастер-косторез Якутского мамонтового центра. Да? Немного, буквально несколько слов. А вот это вот материал такой красивый. Это, я так понимаю, мамонтовый зуб же, да, целиком? Да, это зуб мамонта. Но стабилизированный. Стабилизированный. Ага. Из него тоже делаются прекрасные материалы. Вообще вот по России, по миру, особенно вот для оформления холодного оружия, он больше, Очень котируется. мгм, больше используется. И вот в Якутии, да, вот наши мастера тоже давно им пользуются, но он имеет свойство, да, вот кальций, и он разлаживается на пластины. Его поэтому обязательно нужно стабилизировать. А, вот эти вот как бы годовые кольца, это... Это вот зуб и вот это белые прожилки, это вот кальций. Слой И, кальция, ага, да. и по ним он вот так вот на пластины Трескается. трескается и все разваливается. Поэтому его обязательно стабилизировать надо и потом только использовать. А так, до этого они как оформление, как подставка силикон использовались нашими мастерами. Сейчас вот в ногу со временем вот уже стали стабилизировать и уже на более тонкие изделия его можно использовать. Все ясно. Еще раз, все ноу-хау якутского мамонт-центра мы не будем раскрывать, да и не надо это, да? Ну, еще раз, вот давайте мы сейчас замерим габариты нашего клинка, да, говорю. Получается, я сказал, длина клинка 12, по-моему, все 15, да? А нет, 130. Тут 13 15 сантиметров сантиметров и хвостовик и хвостовик у нас 10, 11. 10 с половиной. 10 с половиной. 10 с половиной. То есть для того, чтобы нам придать ручку, какой длины, на какую часть должно вернее зайти хвостовик? Ну, вот хвостовик у нас будет заходить полностью. Здесь спереди будет пластина в виде гарды из сельного уже сортового бивня мамонта, чтобы тут сверление закрыть, чтобы красиво было. Да. А так вот пропорционально ручка Какой длины должна быть, да? больше ладони сделаем. Это зависит уже от материала. Если материал чуть короче, то спереди, сзади можно добавлять пластины, то ну, технологический процесс его хоть как можно сделать. А у нас вот материал на ручку, он вполне достаточный, и будем делать ну, где-то вот 13-14 сантиметров хватит вполне. Ага, то есть, ну, давайте мы проходим уже, да? Первым делом разметка, то есть 7 раз отмери и 1 раз об рельсы получается, да? Так, у нас фасадная сторона будет, вот здесь будет, да? Рисунок здесь лучше будет. Ну, нож у нас будет выглядеть вот так вот, рукоятка. Ну, нормально, вполне приемлемо. Отсюда вот, Плюс толщина гарда еще миллиметров 5. отсюда вот 4 сантиметра, здесь 3 сантиметра. Сейчас вот на ленточном распилим. Ну, с запасом 41 миллиметр примерно, да? 41 на 31 кусок нужно. Разметку сделаем и отпилим, и уже по длине будем определяться уже на месте. Все хорошо. Я согласен, да, потому что, еще раз говорю, впервые вообще сталкиваюсь с материалом, скоро мне придется с ним поработать уже, скажем так, чистовую. И очень отрадно, что специалисты Якутского мамонтового центра дали возможность потренироваться. Нужно сначала отпилить вот так, и потом 3 сантиметра вот. Да. Все хорошо, замечательно. Так, вот это уберем. То есть прямо руками. Ага. Так, он пила у нас уже чуть-чуть Уставшие. уставшая, и поэтому он чуть будет уходить, то А тут, смотри, видишь, да? Натяжение есть? есть это вот нормально. Нормально. Вот его
Хождение надо регулировать. Вот так вот. Ага. Ну, ладно, попробуем сейчас отпилить. Еще раз говорю, 42 миллиметра. Ну, получается такой вот рез. В принципе, хорошо, что мы заложили 42 миллиметра. И вот это вот хождение, связанное с, скажем так, с прослаблением ленты, настраивать ленточную пилу дело довольно долгое, оно ну, скомпенсируется. И сейчас по вот этой, получается, толщине мы отпиливаем 3. С какой стороны? Вот с моего пила или лучше с вашего пила? Но косяк все равно случился. Григорий, посмотри, вот здесь есть, да, нет, оператор. Вот здесь есть, получилось такое вот утончение, да, но оно не критично, потому что в самой тонкой части почти 29,5, да. Так что, в принципе, при шлифовке, да, при шлифовке это дело нивелируется. Ну все, с грехом пополам отпилили, длину пока трогать не будем же, да? Пока трогать не будем. Здесь чтобы облегчить работу, да, при шлифовке, можно вот эти углы убрать на ленточном. Тогда на шлифовальном быстрее отшлифуется. Ну тут у нас вот 3 сантиметра это много, от 3 уже запас есть. Тут, допустим, центровку, центр находим, и тут яйцевидной формы. Предатель. Ленточную пилу мы косторезы по-своему используем. Не как столяр. Не как вот в столярном плотницком деле. Зубья быстро изнашиваются, тупятся, поэтому он ходит по-своему. Тут уже упор особый не нужен, получается. А так, если пила новая, то, конечно, пилить одно удовольствие. Ага, да. И он быстро изнашивается, а его вот каждый день менять тоже накладно. Не копеечная вещь. Эта сторона получше.
Говорил прав, на самом деле. Хорошая биметаллическая лента на пилу стоит, до кризиса стоила, скажем так, 1003. Нормальная пила, да? Ну, на такую длину. Сейчас, наверное, цены пересматривают торговцы, поэтому, ну, согласен. Немножко подуставшая пила. Кстати, можно силиконом вычищать. Ну, его моем. Ладно, сейчас завершу вот еще одну сторону. Очень грубо придали некую такую форму вот такого плана, да, которую придется обтачивать уже на обдирочных шлифовальных станках. Ну, в принципе, уже вырисовывается. Туда идем, да, тогда? Идем в пыльный самый цех, это где производится шлифовка. Испытано на себе. Сперва вот самую грубую форму ближе к ножу, Яйцу. к яйцу сделать, и потом уже к точному рисунку перейдем. Хорошо. Вот так А можно или так? вот так вот держать вот лучше будет, потому что вот ходит так круг здесь. Если вот так подержать, он А, где-то сильнее, где-то... здесь меньше берет, здесь больше берет. То есть Поэтому по касательной вот так, да? по касательной лучше будет. Хорошо. Попробуем сейчас. Если что, вылетит заготовка, Если вылетит заготовка, не удивляйтесь. Еще раз говорю, впервые вот такой материал на таком мощном обдирочном. Вылететь может. Респиратор я, к сожалению, не взял, знал бы, взял бы. Потихонечку вот это вот утоньшение, оно уходит. То есть сначала плоскую вот эту сторону пошлифовываю, а потом буду придавать направление. Вот на выходе оно снимает меньше, а здесь снимает больше. Ничего страшного, да? Ну, это вот именно чувством руки надо контролировать, чтобы было ровно. Потому что вот по вот этой линии, если смотреть, там снято больше, здесь получается снято меньше, да? Ну, тогда просто либо стороны переворачивать, либо как это надо контролировать. Да? Вот где давить сильнее, где меньше, это уже надо чувствовать. Все хорошо. А так, в принципе, нормально идет, да? Да, нормально идет. Хорошо.
получается у меня сечение такое. Нормально или нет, или еще надо доделать? Да, это у нас здесь запас большой. Мгм. Можно еще утончить, да? Да, можно еще. Еще утончить. Хорошо. Примерно такое вот сечение получилось, да? В принципе, справился с этим большим дисковым шлифовальным аппаратом. Ну, по мне удобно. Не знаю, как в ваших больших руках. Можно было чуть меньше, да? Да не, ну нормально. Вот нож, мы не ножовики, но есть опыт, и он делается вот как бы средний, усредненный. А если вот индивидуальный заказ, то уже от размера рук. Ага. От анатомии зависит. Ага, да. Ага. Тогда следующий шаг я беру на 120 или даже меньше, да? Убираю, вот, скажем, вот эти На мелкое да, шлифовальное мелкошлифовальное и потом на и полировку. полировка, да? И потом попробуем совместить Гарду. костяную гарду. Ну, такое вот. Еще один пыльный станок, это ну, примерно такой же, вернее, ленточный. Вот он сзади оператор стоит. Ну, уже знакомый аппарат, по-моему, это Jet. Такой же, как у меня. И здесь, еще раз говорю, вот эти вот все заусенцы, вот эти вот шероховатости и так далее будем создавать на более тонкой ленте. Ну, поехали. Скажем так, ну, в идеале стояла задача сделать более-менее сносную ручку для ножа, рукоятку для ножа, но первоочередная, наверное, наша задача все-таки больше показать материал, как он обрабатывается, в какой степени и какого он может быть вида. Напомню, что материал достаточно недостаточно, он премиальный. Это, считай, слоновая кость наполовину, да? Наполовину слоновая кость, мамонтовая кость. И для изделий народных умельцев это очень-очень как бы этот. Ну, а тем, кто сомневается в моей, скажем так, криворукости, да, я прошу посмотреть, вот парадная, наверное, сторона, да, ну, относительно ровная, зеркальная, скажем, симметричная поверхность с двух сторон. И степень обработки, ну, на 180-м зерне получается такое вот качество. В отличие от дерева, оно не пластичное. Дерево, то есть немножко оно как бы, если бы рукоятка была бы из дерева, оно немножко было бы пластичное, как сказать. Оно не гнется, ничего, но все равно какие-то чувствуете, что там дерево. А здесь и не дерево, но и не пластмасса, не эпоксидная вот эта смола, как это, да, а что-то другое, более теплое, более такое душевное, что ли, более душевный материал, скажем так. Все-таки чувствуется, что это органика какое-то животного происхождения, и вот эта вот энергетика, она передается реально. Держать, ну, по крайней мере, даже вот на такой стадии очень-очень приятно. Ну, следующий шаг у нас какой тогда? Полировка. Полировка на ватном круге, да? Тряпичный круг Ага, муслиновый и с помощью полировальной пасты. ага. Так, Это вот включается наносится паста прямо на круг, да? и все держится. Вот. Держим ниже от оси, центральной оси. Можно вдоль, можно поперек. Да, вот так.
совсем другие ощущения. Как бы, ну, полировка, она и есть полировка. А вот эти наплывы пасты убираются вдоль полировкой, да? Ну да, они убираются Убирается легко, да? самим же кругом. Хорошо, понял. Товарищ наставник, по-моему, или еще в лучшей степени можно ее. По-моему, нормально. Ну вот его еще, если чуть передержать, Ага. то блеск Еще усилится, да? еще усилится. Все. Слушаюсь. Еще раз говорю, я же человек, получается, с улицы, да, который пришел, ребят потеребил, материал взял и сказал, дай-ка я попробую что-нибудь сделать. Поэтому отнесемся с тем, чтобы, ну, по крайней мере, материал можно было бы потом использовать, а не так, чтобы на выброс. Ну, в целом, полировка процесс довольно легкий. Чуть-чуть нанесу еще. Это паста гоетика, да? Или другая? Да, тут мел Ага. с воском. Ага. Измельченное до состояния атома, скажем. Закончил или, по крайней мере, узнал, что такое полировка и как материал полируется. Достаточно легко. Вот эта паста содержит в себе обычный мел, да? Да, это вот меловая мастика, которая прикреплена воском. А раньше наши деды использовали зубной порошок. Ага.
смоченный в воде, а сейчас это вот уже Это модифицированный зубной порошок получается, да? готовая паста. уже. Готовый, ага. Ну, в принципе, придает блеск такой, и тут зависит от среза материала. То есть, где кости больше, да, там блеска, соответственно, тоже больше получается. Да? Где связующего материала больше, там не то что блеск, а там матовое какое-то такое состояние хорошее, благородное такое тоже. Ну, в принципе, в целом нравится, нормально. Вот сделали, ну, получается, заготовку для ручки, да? По идее, по уму, надо было в квадратном состоянии насадить клинок и уже с клинком, скажем так, доводить уже относительно и клинка, и всего на свете придавать форму. Вы не подумайте, что мы совсем уж это того. Еще раз говорю, наш материал для того, чтобы ознакомить прежде всего вас, дорогие якутские мастера, ножеделы, с таким замечательным материалом. У вас есть возможность, скажем так, приобрести этот материал и делать уже свои изделия на радость вашим заказчикам, которые будут, ну, с удивлением, возможно, говорить: о, блин, кажется, такой нормально выглядит и очень хорошо. Вот так. Так, следующий наш этап, прежде чем мы попрощаемся с гостеприимными хозяевами якутского мамонтового центра, это изготовление вот такой вот пластины переходной, да? Гарды. Так, из чего это делается? Сделаем из пластины бивня мамонта. Сейчас его... Обрисовать надо, да? Не, сперва его здесь на шлифовальном станке, скорее всего, вот на мелком, да, подровнять, с обеих сторон отшлифовать, нарисовать шель именно под клинок, под размер клинка и выпилить уже ручным лобзиком. И все, и можно уже вставить и потом уже вместе с ножом уже склеивать. Склеивать. Ну, это не про нас, мы, в принципе, сейчас, наверное, ну, сделаем щель и придадим форму. Ну и посмотрим, как в чистом виде мамонтовая кость, она по обработке отличается от композитного материала. Все правильно? Да, верно. Оставляем вот это и тогда делаю плоскую пластинку. Там она по толщине чуть разная, его Маннык, да? нужно, чтобы ровно. Ага. Вот это вот. И вот она будет ровно лежать. Маннык, да? Ага, индиграм. Маннык, да? Ага, индиграм. И кетчуп. Давайте попросим Гаврила показать мастер-класс, потому что, во-первых, пластина греется, во-вторых, она достаточно тонкая и прижимать к шлифовальному кругу, ну, проблематично. И сейчас посмотрим, как Гаврил обращается с материалом. Везде по мастерской такая мелкодисперсная пыль, похожая на пудру, это костяная пыль. И сейчас посмотрим, как Гаврил Постников приведет вот эту маленькую заготовку в порядок. Чертеж сделали. И вот эта вот средняя часть, она должна убраться. Заштыкованная часть. Ага. Ну, я понял. Вот при помощи ручного лобзика с такой тончайшей пилкой, как в советских уроках труда, сначала проделывается отверстие, потом пропускается пилка, закрепляется и аккуратненько выпиливается. Я все-таки говорил, предлагаю не тратить, ну не попусту, а на пойдет, не пойдет вот это дело. В принципе, мы посмотрели, ознакомились с материалами. И в первую очередь, еще раз говорю, для тех народных мастеров, кто занимается ножами, кто занимается декоративными какими-то элементами, просто знакомство с материалом декоративный композитный мамонтовая кость, да, получается. Декоративный композитный материал из мамонтовой кости, из щепы. И на глазах изумленной публики, вот под чутким руководством Гаврила Постникова, мастера, костореза, я собственными руками у вас на виду, то есть человек с улицы, придя, изготовил вот, болванку для рукоятки ножа. То есть на самом деле ножовикам прямая дорога для того, чтобы закупить оптом вот этот материал и начать точать
уже настоящие боевые рабочие ножи. Да? И спасибо большое за очень продуктивное времяпровождение. Еще раз с одним материалом я познакомился уже вживую. Напилил грубо сначала, потом шлифовка, полировка и приведение, скажем так, ну более-менее подходящую форму для того, чтобы вот этот клинок впоследствии мог сесть. Ну, а формат нашей программы не позволяет полностью проделывать это. Склеивание, насаживание, там, распорки и так далее потребует ни одного дня работы, поэтому на этом этапе считайте, что я испытал на себе, что значит работать с костяным материалом, с композитным и с натуральным. И вот этот кусочек мамонтовой кости, это денег стоит, да? В принципе, вот этой шлифовки узнал, что он нагревается гораздо больше, чем вот этот. Да? И как бы, вот такие вот нюансы, которые нужно знать. Программа испытана на себе, и журналист Дмитрий Аргунов сегодня, вот еще раз говорю, поработал с таким новым материалом. Ну, а материал, в принципе, мастера могут купить в розничном магазине компании «Якутский Мамонт Центр», да? В социальных сетях, которые еще существуют, в принципе, можно узнать, ознакомиться. И я скажу, что вполне подходящая, нормальная такая, не ломовая цена, а вполне доступная, и, в принципе, можно мастерам уже начать работать с этим материалом уже сегодня-завтра. В тяжелых наших условиях кризиса это хорошее, видимо, подспорье будет. У ребят есть достаточные наработки, поэтому ищите, обрящите и делайте уже рабочие, уже, скажем так, коммерческие ножи из этого замечательного материала. А я коммерчески буду делать уже предмет мебели с вкраплениями, с инкрустацией из вот этого вот замечательного, еще раз говорю, материала, который будет выглядеть очень дорого и богато. Испытан на себе с Дмитрием Аргуновым. Увидимся. Испытано на себе.